Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня день физкультурника, с чем я вас и поздравляю. И по этому поводу с удовольствием представляю в нашей студии сегодня президента Федерации бодибилдинга и фитнеса Республики Татарстан, чемпиона мира по бодибилдингу 2006 года Александра Хайкина. Доброе утро, Александр! Доброе утро! Ну вот замечательно, что вы снова в нашей студии. Своим видом, так сказать, воплощаете физические и культурное отношение к жизни. Я вас поздравляю с Днем физкультурника. Хотя в вашем случае это день богатыря российского. Я думаю, что многие мужчины хотели бы стремиться именно к такому телосложению. Ой, Господи. Ужас, что бы творилось, если бы столько народу ходил, в автобус никто не влезал. Ну да. Физкультура-то, в общем-то, хорошая, но уже забытое понятие нами. Сейчас больше употребляется понятие фитнес. Как раз фитнес — это и есть та самая физкультура. Я, конечно, не беру в расчет соревновательный фитнес, соревновательный бодибилдинг. Это немного уже другие вещи. А то, чем большинство людей занимается в тренажерных залах, занимаясь фитнесом, это и есть на самом деле та самая физкультура. Ну что же, вы расскажите, пожалуйста, нам, как вы пришли в этот богатырский вид спорта сами? Да, банальная история, как обычно. То есть рос там подростком, не богатырских размеров, увидел фотографию в журнале Шварценеггера, захотелось, тогда еще Советский Союз был. Попробовал, спустя много-много лет что-то начало получаться. Так, ну вот что-то начало получаться, и вот мы, как видим на своих мониторах, до титула чемпиона мира у вас все так замечательно получилось, и при том, что вы действующий, к тому же, еще президент Федерации по бодибилдингу и фитнесу. Это, я так понимаю, что и положение теперь обязывает. Ну да, это как в Гербалайфе, то есть если носишь значок, и хочешь похудеть, спроси у меня как, то нужно, по крайней мере, соответствовать. Ну, я думаю, что у вас соответствует, получается, на все 1000%. Вы расскажите нам и нашим телезрителям, с чего следует начинать занятия фитнесом? Занятия фитнесом? Ну, прежде всего, наверное, с определения тех целей, которые вы перед собой ставите. То есть, потому что, ну, прямо скажем, глупо вот с первого занятия ставить себе цель. Я хочу стать там чемпионом мира по бодибилдингу, там, мистером Олимпия и так далее и тому подобное. Вот. То есть для начала какие-то нужно реальные шаги предпринимать и их реализовывать. Но в таком случае скажите, от чего следует отказаться, что точно несовместимо с тренировками? Я думаю, следует отказаться от безрежимного питания, от отсутствия режима вообще в повседневной жизни. А что такое режимное питание? Это часто-часто кушать или как? Ну, кто-то кушает чаще, кто-то реже, но если вы занимаетесь фитнесом и ставите какие-то задачи, либо похудеть, либо набрать мышечную массу, то меньше 4 раз в день есть это в принципе нельзя. Лучше больше. Нельзя себя доводить до состояния, когда кушать очень хочется, когда очень голодно. Конечно, лучше есть помалу, но часто, каждые 3 часика. Так, интересно, запоминайте, дорогие друзья, те, кто хочет быть здоровее, что называется, и физически культурнее. Так, хорошо, Александр, вы можете выявить, скажем, 3 кита, на которых основывается успех в фитнесе? Успех в фитнесе? Да. В первую очередь это режим, в вторую очередь это, значит, целеустремленность. Ну и третье, это, как говорится, та среда, в которую ты попадаешь именно в фитнесе. То есть та атмосфера, в которой проходят твои занятия. Это и сам тренажерный зал с оборудованием, и с тренерами, и, допустим, с теми же самыми коллегами по тренировкам, и то же самое дома. То есть как это будут воспринимать твои близкие. То есть, я так понимаю, явных таких противоречий быть тем более не должно, должны поддерживать еще и близкие. Ну, близкие, согласитесь, вы же хотите, чтобы ваши близкие были здоровыми, могучими, такими вот, как Александр Хайкин, сильными. А для этого нужно вам выражать свое понимание к тренировкам. И более того, я так понимаю, что очень важно, чтобы был инструктор умный рядом, который подскажет, чего точно нельзя делать. Конечно. Вот в начале нашего разговора я сказал, что спустя много-много лет у меня что-то начало получаться. Это было по той простой причине, что когда я начинал заниматься, было минимум информации, то есть все приходилось постигать на собственных ошибках, то есть набито немало шишек. Вот. Сейчас это можно сделать намного быстрее и намного безболезненнее, потому что, во-первых, информации много, во-вторых, существуют сейчас и клубы высокого уровня, опять-таки с тренерами, но опять нужно выбрать тренера, именно того, который разбирается в этом специалисте, то есть не шарлатан. Да, главное, чтобы был наставник хороший. Ну что же, а сколько времени, вот говорите, много времени у вас, а сколько времени сейчас потребуется начинающему, так скажем, фитнес-спортсмену, который вот пришел завтра в спортивный тренажерный зал, и когда будет первый рельеф ощутимый?
Рельеф. То есть кто-то приходит уже с таким экстремальным рельефом, что рельефиться уже больше некуда. Так. Но если касается каких-то результатов визуальных, ну, я бы определил это где-то полгода. То есть раньше, чем через полгода, не стоит ждать каких-то существенных изменений, если, конечно, у вас нету спортивного прошлого. Потому что существует такое понятие, как мышечная память, и все то, чего вы добивались когда-то, оно, если при возобновлении тренировок, оно достаточно быстро возвращается.